2009 году президент Российской Федерации подписал указ, согласно которому в нашей стране установлен профессиональный праздник работников Федеральной службы судебных приставов – День судебного пристава. В этом году Институту судебных приставов России исполняется 150 лет. Служба судебных приставов в России, она была всегда последняя завершающая стадия правосудия. Конечно, было времена, какая-то часть полномочий из нашей службы передавалась в органы полиции, в том числе в период советской власти, была возложена на милицию, охрана зданий судов, осуществление приводов в суды. И в 1997 году были приняты законы о судебных приставах, об исполнительном производстве, согласно которых служба была воссоздана заново в отдельный вид государственной власти. Единственная в службе и ныне здравствующий участник Великой Отечественной войны, ветеран Федеральной службы судебных приставов, кавалер многих боевых орденов и медалей, жительница Ишимбая Миньямал Батаргареевна Утекаева как-то сказала: «Моя 30-летняя служба судебным исполнителем – это фронт без линии фронта. Также тяжело и ответственно, но и необходимо людям и стране. И если бы пришлось начинать жизнь заново, я опять пришла работать в судебные приставы». Высшей наградой Федеральной службы судебных приставов, медали за верность долгу, удостоены два ветерана – Таисия Быкова и Ольга Шишкина. Ею награждаются ежегодно не более 15 человек из числа работников и ветеранов, которые своим длительным и безупречным трудом внесли значительный вклад в становление Института судебных приставов в Российской Федерации. Таисия Тимофеевна Быкова проработала старшим судебным исполнителем Октябрьского городского суда Башкирии почти 45 лет и стала первой, кому вручена эта высшая ведомственная награда. Вот такие люди и составляют гордость и основу службы. Сегодня я очень благодарна, что мои дети продолжают мою деятельность. И надеюсь, что они будут исполнять свои обязанности в соответствии с законом. Поздравляю всех с праздником! Указами президента Российской Федерации учрежден собственный геральдический знак службы – эмблема и знамя. Этот знаменательный факт – признание заслуг российских судебных приставов и установление более высокого статуса федеральной службы в целом. Судебный пристав как должностное лицо известен с эпохи Средневековья. Первое упоминание отмечается еще в документах Новгорода и Пскова в XII-XV веках. В XVI веке на Руси была принята Псковская судная грамота. Согласно этому документу, исполнительские функции выполняли подвойские или приставские. Именно с этого времени в наш обиход и пришло профессиональное понятие «пристав». Пристав был фигурой и влиятельной, и уважаемой, а соборным уложением 1649 года им были предоставлены довольно широкие полномочия и налагалась большая ответственность. 20 ноября 1864 года император Александр II утвердил ряд документов, лежащих в основе судебной реформы. Эта государственная служба считалась и престижной, и высокооплачиваемой. Выдавался особый знак и особая печать. В среднем назначалось 12-18 приставов на губернию. Проходит время. Радикальные перемены в государственном устройстве нашего общества, экономические преобразования, реформа правовой системы поставили перед органами исполнения судебных решений новые задачи. За 9 месяцев у нас показатели лучше, чем в прошлом году. И по этому году, конечно, тоже будет на порядок выше. Было исполнено 775 тысяч судебных решений и актов иных уполномоченных органов, по которым было взыскано 6,5 миллиардов рублей. То есть это перечислено взыскателям, в том числе бюджет. В бюджет Российской Федерации, в том числе республиканский, перечислено 2 миллиарда 400 миллионов рублей. И каждым судебным приставом-исполнителем взыскано 11,5 миллионов рублей. Мы занимаемся поимкой преступников, которые скрываются от правосудия, то есть совершили преступления, находятся в розыске. В прошлом году мы таких задержали преступников 495, передали органам полиции. В этом году за 9 месяцев более 300 дознавателям нашего управления было возбуждено более 1800 уголовных дел. Все эти дела были расследованы, в суд переданы. Если говорить про должников физических лиц, в первую очередь, конечно, это задолженность за нарушение правил дорожного движения. Далее идут кредиты в пользу банков за коммунальные услуги, это причиненный ущерб и так далее. Задолженность по зарплате у нас, если анализировать за последние 10 лет, она уменьшается. То есть каждым годом люди, обращаются в суды, все меньше и меньше становится. И, конечно, я считаю, что
экономика республики более стабильно работает. То есть предприятия свои обязанности по оплате труда выполняют. Работу мы только не одни проводим, совместно с правительством Республики Башкортостан. И только в этом году мы буквально 15 тысячам работникам взыскали более 100 миллионов просроченной заработной платы. То есть это, если учитывать, что у каждой семьи есть там дети, несколько человек, то есть сколько людям мы оказали помощь. И органы государственной власти не остаются равнодушными к эффективной работе судебных приставов. Только в 2015 году для управления на средства республиканского бюджета приобретено 20 новых автомобилей. Активно используются в работе достижения современных технологий. Вышедший на дороги республики в этом году аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» уже окупил себя. С его помощью с начала года обнаружено 446 должников и собрано долгов 1 миллион рублей. Еще одним направлением работы является выдворение нелегальных мигрантов по решению суда за пределы Российской Федерации. На сегодняшний день выдворено более 400 человек. Но во главу угла ставится задача социального плана. Алименты – это одно из тех главных направлений деятельности, которое никогда не потеряет своей значимости, так как речь идет о защите прав несовершеннолетних детей. Сейчас на исполнении находятся 25 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов, а с начала года почти 20 тысяч окончено. Одной из эффективных мер борьбы с неплательщиками алиментов является ограничение выезда должника за пределы России. В течение этого года 8 тысяч жителей республики не смогли уехать за границу. Эта мера позволила собрать задолженности на общую сумму 85 миллионов рублей, из них по алиментам 13,5 миллионов. Не так давно в селе Красная Горка Нуримановского района была построена мечеть. Инициатором этого благородного начинания стал местный житель Даниль Мингазов, участник боевых действий в Афганистане, который с 2003 года работает судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В действительности это старая мечеть была снесена. Он вышел с инициативой к сельчанам, администрации, совместными усилиями подняли данное учреждение. Судебные приставы часто взывают к совести злостных должников и их религиозным чувствам. На основе договоренности с Уфимской епархией РПЦ и Центральным духовным управлением мусульман России организуются встречи в церквях и мечетях Уфы, Стерлитамака, Туймазов, Октябрьского и других городов и районов республики. И эта работа дает свои результаты. Сюда мы приглашаем должников по алиментам, лишенных родительских прав. Вот, с ними беседуем. Люди открываются, души открываются. Перестают пить, начинают, забирают детей обратно, вот так работают. Неравнодушны судебные приставы и к своему прошлому. Ежегодно, начиная с 2013 года, поисковые отряды Управления по Республике Башкортостан, с гордостью несущие имя нашего земляка, героя Советского Союза Александра Матросова, принимают участие в вахте памяти, раскопках на местах былых сражений. В августе 2015 года на мемориальном комплексе «Синянские высоты» состоялась торжественная церемония погребения останков. Судебные приставы берутся за самые сложные поиски. В 2015 году в руки башкирских судебных приставов от их коллег, участвовавших в раскопках мест боев этим летом, попали данные красноармейца, нашего земляка. Приставы нашли всех его внуков и правнуков, которые проживали в Башкортостане, Сибири и в Казахстане. Судебные приставы должны быть готовы к нештатной ситуации в любую минуту, а учения и тренировки позволяют отработать действия при ее возникновении. Ведь недаром говорят, что служба судебных приставов под стать ратной. Навыки действий в нестандартной ситуации позволяют приставам приходить на помощь и другим людям. Виктория Иванова, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов из города Октябрьского, спасла девушку. Моя дочь Милюша, уйти выпускного, они поехали купаться, и она начала тонуть. Вика находилась рядом, и она спасла мою дочь. Я ей очень благодарна. Дорогие судебные приставы, поздравляем вас с вашим праздником. Желаем всего самого наилучшего, здоровья, удачи, благополучия. Виктория – одна из лучших сотрудников управления, поэтому она удостоилась чести нести факел Олимпийского огня в преддверии Олимпиады 2014. Наряду со спортивными успехами ее отличают и профессиональные достижения.
Ею было задержано свыше 80 преступников, находящихся в розыске. Как наш девиз гласит, служить закону, служить народу, то есть помогать и быть нужно. Сегодня под охраной судебных приставов находится 157 зданий судов и судебных участков мировых судей. Судебный пристав должен быть хорошим юристом, блестящим экономистом, спецназовцем. Навыки спецназовца пригодились судебному приставу по ОУПДС Максиму Коваленко, когда он, возвращаясь со службы, побежал на голос. Случай помог спасти 10-летнюю девочку из рук маньяка. И в самой работе каждый день приставам приходится проявлять героизм. Так случилось в мае 2015 года, когда во время ареста автомобиля 30-летняя должница 3 судебных приставов буквально протащила на капоте 800 метров. Но несмотря на активное сопротивление со стороны должника, арест имущества был завершен. Эти люди являются образцом для подражания. По их стопам растет и молодежь. Это воспитанники кадетского класса судебных приставов, одной из школ города Кумертау. Этим летом они стали призерами нескольких соревнований между кадетскими классами России. Остановление службы начиналось в непростые 90-е годы. Старший пристав Октябрьского отдела судебных приставов Разиляна Змудинова вспоминает. Когда мы начинали эту работу, у нас было на весь город Октябрьский 4 судебных пристава-исполнителя. Была одна пишущая машинка. Конечно, ни о какой компьютеризации речи не было. Приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов не было автомашин. Сравнить работу в те года и сегодня – это, конечно, огромная разница. Сегодня, в День судебного пристава, я поздравляю всех с нашим профессиональным праздником. Хочу пожелать всем здоровья, успехов на работе. Пусть у вас все получается. А в ваших семьях пусть царит мир, уют и покой. 150-летний юбилей Института судебных приставов сотрудники управления ознаменовали восхождением на гору Ремель, где был установлен флаг Управления Федеральной службы судебных приставов и высадкой аллеи в одном из центральных парков столицы республики. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с нашим профессиональным праздником, с Днем судебного пристава. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, добра, мира, профессиональных успехов во благо Отечества. С праздником!